Здравствуйте, ребята! Сказка о спящей красавице. Жили на свете король с королевой. У них не было детей. И это так их огорчало, что и сказать нельзя. И вот, наконец, когда король с королевой потеряли всякую надежду, у них вдруг родилась дочка. Можете себе представить, какой праздник они устроили в ее честь. В гости к маленькой принцессе позвали всех фей, каких удалось найти в стране. Дело в том, что у фей в те времена был прекрасный обычай наделять своих крестниц различными чудесными дарами. Так как фей оказалось ровно 7, то принцесса должна была получить от них приданое не меньше 7 достоинств и добродетелей. И вот когда гости уселись за стол, дверь вдруг отворилась, и вошла старая фея, 8-я по счету, которую позабыли позвать на праздник. Король приказал, чтобы ей тоже подали прибор. Слуги исполнили это в одно мгновенье, но золотого ящичка с ложкой, вилкой и ножичком на ее долю не хватило. Этих ящичков было приготовлено всего 7, по одному для каждой из 7 фей. Старая фея, разумеется, очень обиделась. Она отодвинула от себя тарелку и кубок, пробормотала сквозь зубы какую-то угрозу. К счастью, юная фея, которая сидела рядом с ней, услышала ее бормотание и, опасаясь, как бы старуха не вздумала наделить маленькую принцессу какими-нибудь гадостями, спряталась в соседней комнате. Когда кончился обед, наступила самая торжественная минута праздника. Феи пошли в детскую и одна за другой стали преподносить крестнице свои дары. Младшая из фей пожелала, чтобы принцесса была прекраснее всех на свете. Другая фея наградила ее нежным и добрым сердцем. Третья сказала, что каждое ее движение будет вызывать восторг. Четвертая обещала, что принцесса будет превосходно танцевать. Пятая, что она будет петь, как соловей, а шестая, что она будет играть на всех музыкальных инструментах с одинаковым искусством. Наконец очередь дошла до старой феи. Старуха наклонилась над кроваткой и, тряся головой больше от досады, чем от старости, сказала, что принцесса уколет себе руку веретеном и от этого умрет. И вот тут-то юная фея появилась из-за полога и громко сказала: «Утешьтесь, король и королева, ваша дочь останется жива. Правда, я не так сильна, чтобы сказанное сделать несказанным. Принцесса должна будет, как это ни грустно, уколоть себе руку веретеном, но от этого она не умрет, а заснет на 100 лет глубоким сном и будет спать до тех пор, пока ее не разбудит прекрасный принц». Это обещание немного успокоило короля с королевой. Однако король решил все же попытаться уберечь принцессу от несчастья, которое предсказала ей старая злая фея. Для этого особым указом он запретил всем своим подданным под страхом смертной казни прясть пряжу и хранить у себя в доме веретена и прялки. Прошло 15 лет. Как-то раз король с королевой и дочерью отправились в один из своих загородных дворцов. Принцессе захотелось осмотреть древний замок, и, бегая из комнаты в комнату, она наконец добралась до самого верха дворцовой башни. Там, в тесной каморке под крышей, сидела за прялкой какая-то старуха и преспокойно плела пряжу. Как это ни странно, она ни от кого не слышала о королевском запрете. «Что это вы делаете, тетушка?» — спросила принцесса, которая в жизни не видела прялки. «Приду пряжу, дитя мое», — ответила старушка, вовсе не догадываясь о том, что говорит с самой принцессой. «Ах, это очень красиво!» — сказала принцесса. «Дайте я попробую, выйдет ли у меня так же хорошо, как у вас». Принцесса быстро схватила веретено и не успела прикоснуться к нему, как предсказание феи исполнилось. Она уколола палец и упала замертво. Перепуганная старушка принялась звать на помощь. Прибежали за королем. Он поднялся в башню, поглядел на принцессу и сразу понял, что печальное событие, которого они с королевой так долго опасались, свершилось. С грустью приказал он перенести принцессу в самую красивую залу дворца и уложить там в постель. Трудно описать словами, как хороша была спящая принцесса.
она нисколько не побледнела. Щеки у нее были розовые, а губы красные, точно кораллы. И хоть глаза у нее плотно закрыты, слышно было, что она тихонечко дышит. Стало быть, это и в самом деле был сон, а не смерть. Король приказал не тревожить принцессу до тех пор, пока не наступит час ее пробуждения. А добрая фея, которая спасла свою крестницу от смерти, пожелав ей столетнего сна, была в то время очень далеко от королевского дворца. Фея сейчас же пустилась в путь, как только узнала о несчастье. И не прошло и часу, как ее огненная колесница, запряженная драконами, оказалась около замка. Фея как могла постаралась утешить короля и королеву, а затем, так как это было очень предусмотрительно, она сразу же подумала, как грустно будет принцессе, когда через 100 лет бедняжка проснется в этом старом замке и не увидит возле себя ни одного знакомого лица. Чтобы этого не случилось, фея сделала вот что. Своей волшебной палочкой она прикоснулась ко всем, кто был во дворце, ко всем, кроме короля и королевы. И сейчас же все, у кого она коснулась, заснули. Все это случилось в одно единое мгновение. Феи знают свое дело. Взмах палочки и готово. После этого король с королевой поцеловали свою спящую дочку, простились с ней и тихо вышли из зала. Возвратившись к себе в столицу, они издали указ о том, чтобы никто не смел приближаться к заколдованному замку. Прошло 100 лет. Много королей и королев сменились за эти годы, и вот один прекрасный день сын короля, который царствовал в то время, отправился на охоту. Вдалеке, над густым дремучим лесом, он увидел башни какого-то замка. «Что это за замок?» – спросил он. «Кто там живет?» Никто толком не мог объяснить ему, в чем дело, и только один конюх рассказал ему эту историю. «Добрый принц, полвека тому назад, когда я был так же молод, как вы, я слышал от моего отца, что в этом замке спит непробудным сном самая прекрасная принцесса на свете, и что спать она будет еще полвека, до тех пор, пока ее суженый, сын какого-то короля, не придет и не разбудит ее». Можете себе представить, что почувствовал принц в это мгновение? Сердце его в груди так и загорелось, так и заколотилось. Он сразу решил, что ему выпало на долю счастье пробудить ото сна прекрасную принцессу. Недолго думая, принц дернул поводья и поскакал в ту сторону, где виднелись башни старого замка, куда влекли его любовь и слава. И вот перед ним заколдованный лес. Принц соскочил с коня, и сейчас же высокие толстые деревья, колючий кустарник, заросли шиповника — все расступилось, чтобы дать ему дорогу. Словно по длинной прямой аллее пошел он к замку, который виднелся вдали. Принц шел один. Никому из его свиты не удалось последовать за ним. Деревья, пропустив принца, сразу же сомкнулись за его спиной, а кусты опять переплелись ветвями. Такое чудо могло испугать кого угодно, но принц был молод и влюблен, а это довольно для того, чтобы быть храбрым. Еще сотни шагов, и он очутился на просторном дворе перед замком. Принц посмотрел налево, направо, и кровь его похолодела в жилах. Вокруг него лежали, сидели, стояли, прислонившись к стене, какие-то люди в старинных одеждах. Все они были неподвижны, как мертвые. Но, вглядевшись в красные лоснящиеся лица привратников, он понял, что они вовсе не умерли, а спят. Принц миновал большой двор, вымощенный мраморными плитами, поднялся по лестнице, вошел в залу дворцовой стражи. Латники спали стоя, выпрямившись в ряд, с карабинами на плечах, и храпели вовсю. Он зашел в замок, прошел множество покоев, и вот, наконец, он вошел в комнату с золочеными стенами и золоченым потолком. Вошел и остановился.
На постели, полог которой был откинут, покоилась прекрасная юная принцесса лет 15-16, если не считать тех 100 лет, которые она уже проспала. Принц невольно закрыл глаза. Красота ее так сияла, что даже золото вокруг нее казалось тусклым и бледным. Дрожа от восторга, он приблизился и опустился перед ней на колени. В это самое мгновенье назначенный час доброй феи пробил. Принцесса проснулась, открыла глаза и взглянула на своего избавителя. «Ах, это вы, принц!» — сказала она. «Наконец-то! Долго же вы заставили себя ждать!» Не успела она договорить эти слова, как все кругом пробудилось. Весь замок, от флага до башни, до винного погреба, ожил и зашумел. А принц и принцесса ничего не слышали. Они глядели друг на друга и не могли наглядеться. Придворный поэт тут же сочинил новую, хотя немного старомодную песенку о прекрасной принцессе, которая 100 лет проспала в заколдованном лесу. Песня очень понравилась тем, кто ее слышал, и с тех пор ее стали петь все, от мала до велика, от поварят до королей. А кто не умел петь песни, тот рассказывал сказку. Сказка эта переходила из уст в уста и дошла, наконец, до нас с вами. Спокойной ночи, мои маленькие друзья. До новых встреч!